Успешный предприниматель, дипломированный врач, нашедший себя в робототехнике. Основатель школы программирования Николай Потапов в 2022 году принял одно из самых важных решений в своей жизни – отправиться добровольцем на специальную военную операцию. У меня было два бронирования. Одно бронирование – это как проректор по цифровизации в университете, в федеральном университете. И второе – это бронирование как IT-компания, как изобретатель робототехник. Чтобы пойти на мобилизацию, мне стоило практически почти 3 месяца выходить из бизнеса, увольняться с работы. Я готовился к тому, чтобы пойти на СВО добровольцем. И я понимал, что это большой и сложный вызов. Это даже, может быть, ну, скажем так, это даже большой вызов не только мне, но еще моей семье. Нужно было подготовиться. Наблюдал как за развитием событий и понимал, что рано или поздно случится или частичная мобилизация, или полная мобилизация. Ну, в общем, что-то такое сложное, грандиозное случится, и когда страна позовет. И вот когда был призыв, когда призыв случился, я на него ответил. Завершив все процедуры по увольнению и выходу из бизнеса, Николай пришел на сборный пункт. Все присутствующие были удивлены желанию молодого человека самостоятельно, без повестки, отправиться на специальную военную операцию. Показываю копию диплома врача и говорю: я врач. Вот копия моей трудовой книжки. Я работал в студенчестве в скорой помощи, в травмпункте и имею представление о медицинской помощи, первой экстренной. Это мое право, гражданское право участвовать в СВО. Я хочу его реализовать. Когда я так объяснил, все находящиеся были маленько поражены, в том числе и полицейские, которые смотрели на меня вот так вот. Парень, ты думаешь, что ты понимаешь, что там будет война, что там будет по-настоящему все сложно, и вот это не фильм, это не игрушки. Я говорил: я понимаю, но я буду там врачом, я буду спасать людей. Моя цель – это спасти как можно больше наших людей. После оформления всех документов Николая вместе с другими мобилизованными из республики направили в Приморье. Там они попали в морскую пехоту и 3 недели проходили сборы и боевое слаживание. Но далеко не все разделяли патриотический порыв якутского предпринимателя. Врать не буду, ребята относились плохо. Большая часть мобилизованных – это были люди, которым вручили повестку ночью, дали на сборы час, 3 часа, посадили в автобус и увезли на СВО. Большая часть была, конечно, в прострации. Многие были в шоке, потому что среди нас были люди, которые служили в армии не как я 10 лет назад, да, а лет 30 назад, 20 лет назад, и в советское время. И не думали, что их снова призовут. Были среди нас много ребят, которые воевали. Кто-то воевал в Чечне, кто-то воевал в Нагорном Карабахе, кто-то воевал даже в Афгане. Были такие мужики. И вот те, которые были на войне, они были очень угрюмые. Они понимали, что идет очень сложная война, и она будет надолго. И понимали, что мы едем не на полгода, мы там не караулить едем или окопы копать. Идет конкретно боевая работа. В учебном центре собрали мобилизованных со всего Дальнего Востока. Из Якутии, Приморья, Камчатки, Сахалина и других регионов. Через несколько дней Николай обратился к командиру. Его интересовало, есть ли в батальоне медицинский взвод и как в него попасть. Сказали: вот ты назвался Грузием, вот ты и создай медицинский взвод. Я создал медицинский взвод, был командиром медицинского взвода. Потом уже за день, за 2 до отправки на СВО к нам присоединился молодой лейтенант, выпускник военно-медицинской академии, которому я данное подразделение передал, потому что он офицер, я сержант. И стал заместителем командира медицинского взвода. В морской пехоте быт и обеспечение мобилизованных было на высшем уровне. Всем раздали тельняшки, камуфляжи, комплекты защиты «Ратник» с бронежилетами и шлемами и автоматы Калашникова. Плюс ко всему, многие ребята закупались дополнительно. Кто-то купил себе тепловизоры, кто-то купил себе оптический прицел, кто-то поставил коллиматор. Разные были моменты. Кто-то поставил банки, глушители. Многие были моменты. А мы, медики, тратили в основном свои ресурсы на дозакупку носилок, мягких носилок, на дозакупку турникетов.
Хотя мы, прибыв на СВО, получили дополнительно все и турникеты, и жгуты, и бинты, и обезболивающие, и промедол. Запас в карман не тянет. С первых минут пребывания в зоне специальной военной операции подразделение приступило к своим боевым задачам. Даже самые сомневающиеся поняли, они тут не напрасно. Их ждали. Было ощущение такое, да, что мы попали в такой исторический момент Великой Отечественной войны. Прямо был такой момент, когда вот мы ехали по посадкам на бронетехнике, на БТРе. И вот если ты когда-нибудь ездил на технике, да, верхом на броне, и тебе навстречу мирное население не бросает цветы под колеса и приветствует тебя как освободителей, то ты этого не поймешь. Это надо почувствовать. И вот ты когда понимаешь, что ты делаешь правое дело, все сомнения уходят. Многие ребята тогда сомневались вообще в правильности наших действий. Но когда мы, прибыв на место, увидели своих боевых братьев, в каком они состоянии, чудовищно уставшим, мы увидели зверство, которое делали фашисты, настоящие фашисты. Мы получили трофейные телефоны. Нам всем выдавали трофейные телефоны украинские. Посмотрите, ребята, вот что они любят снимать на видео. Я не буду говорить на камеру, какие мы видели ужасы. А когда ты это видишь, и ты понимаешь, что этот еще 2 минуты назад был русский военнопленный, твой сослуживец со 155-й бригады, которого сейчас на видео, вот, с ним такое ужасное происходит, запенивание, есть такое понимание. Для тех, кто вот был на СВО, они знают, что такое слово запенивание. Когда командиров подразделений заживо сжигают, а предварительно их пытая, это трудно передать ощущения. Я не думаю, что мы так делали со своими военнопленными. Я помню, что когда украинские военнопленные прибывали на наши позиции, которых мы брали, так называемые языки, первым делом мы их дали покурить. Воды, сигарет. И говорили, все, война для тебя закончилась. Ты попал в плен. Ты будешь жить. Никаких пыток, никаких издевательств с нашей стороны не было. Когда ты видишь, что эти простые люди вот так вот просто они кажутся людьми, а на самом деле ты видишь татуировки с фашистской символикой, ты видишь зарубки на их прикладах автоматов, на зарубки на ножах, сколько они этим ножом глоток перерезали. Татуировки, сколько людей они убили. Мирного населения татуировки отличаются от татуировок убитых русских солдат. Вот тогда вы поймете, что надо было раньше начать СВО, надо было раньше туда прийти и начать это освобождение. До того, как это все усугубилось, до того, как людей так массово подвергли зомбированию. В зоне боевых действий Николай четко следовал своему кредо. И как планировал, он служил в медицинском взводе. На фронте его главной целью было спасение жизней своих сослуживцев. Я из автомата ни разу не стрелял. Для меня это был просто элемент экипировки. Потому что мы знали, что на нас, на медиков, охотятся. Поэтому солдат-санитар, солдат-фельдшер или военный врач должен камуфлироваться под обычного рядового стрелка. Тогда у него есть шанс дойти до раненых, оказать первую помощь и эвакуировать. Этим мы занимались там. Этим сейчас занимаются мои боевые братья. Я не могу к ним присоединиться ввиду того, что получил тяжелое ранение и пережил 2 клинические смерти, и военная комиссия меня демобилизовала по состоянию здоровья. Ранение Николай получил при штурме Павловки на Угледарском направлении. В то время это была одна из самых горячих точек специальной военной операции. Многие участники штурма населенного пункта были представлены государственным наградам. О своей Потапов узнал, находясь в отпуске на лечении. Как только восстановление завершилось, он прибыл в расположение своей части. Вышел, как все, на плац, нас там 1500 построилось, срочники, контрактники, мобилизованные, раненые. Вот мы все контрактники мобилизованные были, все после ранений. Никто с Украины не возвращается без ранений. Кто-то больше, кто-то меньше ранен, кто на костылях стоит. И командир бригады, капитан Сверденко, говорит: гвардии сержант Потапов, выйти из строя. Я вышел. Получение государственной награды, орден мужества в ходе выполнения служебных боевых задач в штурме населенного пункта Павловка
на угледарском направлении. Вы за проявленную храбрость награждаете орденом мужества. Вот я это прямо как сейчас помню. Я потерял дар речи. Я выполнил строевой подход. Мне было трудно. У меня на животе висела колостома, я ходить мог только с трудом. Я строевой подход сделал, выполнил воинское приветствие, получил награждение. Мне орден прикололи к груди. Я выполнил приветствие, и вся бригада мне хлопала, аплодировала. Я обратно стал в строй, и это был один из тех моментов в жизни, когда у тебя захватывает дыхание. Орден Мужества – одна из главных наград в российской армии. Его вручают тем, кто проявил исключительную выдержку в условиях крайней опасности и выполнил боевую задачу. Спустя время командир бригады, мы уже познакомились через какое-то время, он сказал, говорит, вообще мужеством награждают посмертно. Обычно это дают за тяжелые ранения, либо же за посмертие. То есть ты выполнил приказ, вопреки всему, и ты должен был погибнуть. Но ты выжил. Распишись. Трудно посчитать, сколько жизней спас Николай за время своей службы. По его воспоминаниям, только в первый вечер через его медчасть прошли 29 раненых. И так повторялось изо дня в день. Когда ты теряешь своих друзей, это не передать словами. Когда они у тебя на руках находятся, и ты можешь побороться за их жизнь, и ты спасаешь их. Вот это тебя заводит, это тебя драйвит. Когда ты встречаешь в другом городе парней, которые тебя узнают по голосу, или там по, скажем так, по чертам лица, говорят, это же ты, тот самый доктор. Я говорю, да, это я. Братан, я же выжил. А помнишь, я не должен был выжить. Я говорю, да, дружище, я помню, твое лицо у меня находилось в 2 руках. Вот так, я собирал твое лицо, вот так. Да, там половина санитаров блевала, но их тошнило, то, что с тобой было. Ты лежал разобранный по запчастям, а я тебя сидел и собирал. А ты еще был в сознании, Гера, его так зовут. Или другой матрос обращается, говорит, помнишь, доктор, я кровью истек, а ты сказал, что он жив. И ты сказал, что ты поспорил, а я был в сознании тогда. А я помню, был момент, когда был спорный, тяжелый, и ребята подумали, что он, что он, по идее, уже 200-й. Я сказал, нет, он еще живой. Его надо еще эвакуировать прямо сейчас. Сердце у него не бьется, да, может и не бьется, нитевидный пульс. Но по определенным признакам видно, что он еще жив. Его надо сейчас доставить. А он потом меня вспоминает. Говорит, и после этого случая он еще 2 участвовал в штурмах. Но когда начался штурм Павловки, я помню, в этот день нам привезли чуть больше 200 раненых. И вот наше подразделение, оно просто как конвейер выполняло помощь. И в Волновахе, когда меня привезли уже в Волноваху тяжелораненым, меня узнали некоторые врачи, медсестры, персонал говорит, это ты, Потапов, это ты, оказывается, там. Я говорю, да, это вот мы с медвзвода к вам раненых отправляли. Молодец вы там. Считаю, что все ваши ребята выжили, вы молодцы, хорошо свою работу выполнили. Я понимаю, что меня подбодрили, чтобы я просто не истек кровью, но было приятно. Про историю Николая Потапова можно сказать избитым штампом, как в кино. Кажется, будто с экрана сошел персонаж фильма по соображениям совести, готовый на самопожертвование боец, который отказывается брать в руки оружие и посвящает себя спасению раненых. И действительно, фильм появился. Медик стал прототипом главного героя картины «Алдан». Когда Коля находился в госпитале на лечении, ему неожиданно позвонил его друг, режиссер и продюсер Данила Куликов. Ранее он снимал в Якутии документальный фильм «Цифровой алмаз». Хочу с твоего разрешения снять фильм про тебя. Не прямо про тебя, но про человека, который пошел добровольцем на СВО, робототехника, айтишника, который был бронирован и сам решился на это. Я сказал, если там будет изменено имя, фамилия, там не будет моего лица, да, конечно, я даю свое добро. Это хороший фильм для того, чтобы, так сказать, поднять патриотические чувства. В режиссерской группе фильма «Алдан» работал и Дмитрий Гольцов, якутский режиссер, известный по фильму «Рядовой Черин». Для него экранизировать историю земляка было и почетно, и очень волнительно. Скажу честно, про Николая я слышал с того момента, как он ушел добровольцем в зону СВО, потому что мы работаем
в близких индустриях. Я в креативе, он в IT, но лично не был знаком. И потом, когда мне пришло предложение возглавить режиссерский цех проекта «Алдан», я узнал, что режиссер фильма Роман Ладыкин был вдохновлен как раз историей Николая и писал историю на основе его жизненного опыта. И с его историей я познакомился через сценарий фильма. Потом, когда при первой встрече, для меня это было очень волнительно, потому что я, получается, занимался таким важным моментом, где я занимался экранизацией истории про героя, прототипом которого он является. Для меня было очень ответственно и очень так волнительно познакомиться с Николаем. Но Коля оказался настолько позитивным человеком и так был рад тем первым материалом, который я ему демонстрировал. Мне было важно ему продемонстрировать то, что мы уже сделали, первые тизеры. И потом наше общение, конечно, стало чаще. И в каждый раз, когда мы с ним встречались, мы прям проводили достаточное время. Он рассказывал какие-то детали своей службы. Предпремьерный показ фильма состоялся в декабре 2024 года. В первой версии картины познакомились участники специальной военной операции, представители Министерства обороны и, конечно же, прототип главного героя – Николай Потапов. На предпремьерном показе, когда мы Коле показали фильм, ему понравилось. И для меня это самое важное. Потому что Николай для меня самый главный зритель. И его мнение для меня очень важно. Ту историю, которую вы видите в кино, она не случилась со мной прямо вот один в один. Это другая история. Слава богу, не так трагично. Когда я этот фильм увидел, я, честно сказать, я до речи потерял. Это был еще один. Вот в жизни бывают такие моменты, когда ты можешь вот так вот набрать воздуха и не можешь выдохнуть, потому что это тебя поразило, ты был ошеломлен. Это было с тех моментов в жизни, когда ты был ошеломлен, когда ты увидел фильм про самого себя. И ты себя не узнал. Я, слава богу, я себя не узнал, потому что там артист, он вообще красавчик. После долгих скитаний по госпиталям и военно-врачебным комиссиям осенью 2024 года Николай был демобилизован в запас по ранению. Так он вернулся к мирной жизни. Быстро влиться в нее позволило любимое дело. Мне повезло в плане того, что когда ты работаешь в любимой интересной сфере, занимаешься любимым интересным делом, то ты очень быстро проникаешься этим и забываешь тот негативный опыт, который ты имеешь. Поэтому я всегда рекомендую ветеранам, участникам СВО именно заниматься любимым делом. Вот если им нравится делать игры, круто. Если им нравится ремонтировать машины, здорово. Если им нравится, например, строить дома, делайте то, что нравится. Даже если это не так много приносит дохода или денег, или там не так супер круто, как вот со стороны друзья якобы говорят, но именно то, что тебя заводит, то, что тебя драйвит, вот это помогает быстро реабилитироваться. У меня не было ни секунды времени на глупые раздумья, все ушло на то, чтобы просто делать свою работу. Буквально за полгода до отправки на СВО Николай Потапов наконец-то осуществил свою мечту, которой шел несколько лет. Открыл в Якутске IT-школу. Уходя на фронт, он знал, что оставляет свое детище в надежных руках своему другу и партнеру Джилустану Никанорову. Дело было такое, это было все резко, было большое мероприятие. Мне все спрашивали, так как Николай был ответственным на какое-то в этом данном мероприятии, и меня все спрашивали, где Николай, он недоступен. И вот дело только вечером разнеслось, объяснилось. Оказывается, у нас Николай подписал. Он сказал мне: «Джилустан, не волнуйся, прорвемся». Но я не волновался. У нас там было дело только начиналось, Николаем держали связь все это время, когда он находился в специальной военной операции. Всяко поддерживал не только морально, но и финансово даже, когда покупали разные материалы, разные расходники, компьютеры. И при его поддержке на удаленном формате. 1 год я продержался. За этот год удалось сделать многое.
Только в Якутске через школу прошло более 700 учеников. Сверх того, учреждение привлекло внимание главы государства. Во время визита в республику Владимир Путин ознакомился с достижениями Expo Skills. Видя желания и возможности якутских айтишников, президент включил школу в перечень поручений. Он распорядился распространить их опыт работы с детьми на новых территориях. Их интересовало у наших первых лиц именно наш опыт работы с Донецкой Народной Республикой. Как ребята из Якутска обучают ребят из новых регионов России. Сейчас мы обучаем онлайн 100 детей из города Кировская, Донецкая Народная Республика, и ведем переговоры на масштабирование нашего проекта на другие новые регионы. Херсонская область, Запорожская область, Луганская Народная Республика. И при поддержке правительства Российской Федерации мы написали проект о масштабировании нашего проекта, нашей IT-школы. И надеемся на поддержку федерального центра, на то, чтобы мы могли обучать делать игры, сайты, приложения. И вообще приятно проводить время, качая свой основной скилл, кодинг, на большем уровне. Останавливаться на достигнутом Николай не собирается. В скором времени его бизнес выходит на международный уровень. Офис одной из его компаний откроется в Узбекистане. Это связано с проектом Creelite Games. Это еще одно мое предприятие, которое мы недавно открыли, год назад, уже когда я вернулся с Украины, с СВО. Это было создание геймдев-студии, потому что в Якутии очень крутой движ по разработке игр. И вот видите этих маленьких ребят, это все будущие программисты, именно разработчики игр. Разработчики, моделисты, креативщики. Им всем надо через какое-то время выйти в мир, то есть экспортировать свои навыки, продавать навыки, зарабатывать деньги. Но учитывая то, что сейчас наша страна находится под санкциями, это делать трудно. И необходимо найти содружественные страны, такие как Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, где можно было бы открыть предприятие и уже экспортировать через них, выходя в международные платформы, такие как Steam, и продавать уже свой IT-продукт, компьютерные игры. И хотя Николай далек от своего киногероя, для республики он стал примером настоящего патриота. Человеком, готовым приносить пользу родине и на поле боя, и в мирной жизни. А главное – делиться своим опытом с подрастающим поколением. Да, я считаю, что правильно поступил. Да, я считаю, что правильно учился на врача. Да, я выполнил свою миссию. И я сплю спокойно.